Привет, отважные партнеры! Нам обязательно понадобится умение укорачивать рукава и штанины. Это избавит нас от поиска ателье, повторных поездок туда за укороченным изделием, а также от денег за оказанную услугу. Я укорочу эти джинсы на 7 сантиметров. Я вывернула их наизнанку. Отмеряю 7 сантиметров от текущего края подгиба и намечаю линии будущего края мелом или карандашом. Отмеряю 1,5 сантиметра ниже этой линии и намечаю вторую. И еще 1,5 сантиметра. Разрезаю по последней линии. Дважды изгибаю по линиям и фиксирую булавками. Получившийся край – это и есть нужная длина. Если вы еще не сшили вспомогательную подушку рукава, используйте стеклянную банку или бутылку, обернутую тканью с гладкой фактурой. Подгиб подгибаю утюгом, чтобы убрать булавки. Ниткой другого цвета, чем ткань, наметываю край. Наметка – это очень простой волнистый стежок, который мы используем для временной фиксации текстильных деталей. Он также используется для сборки. Более опытные швеи могут пропустить этап наметывания. Я провожу иглу между двумя нитями. Так узелок получается аккуратным и не пройдет сквозь ткань. Как правило, наметочная нить должна быть одинарной, но это обязательно только в том случае, если ткань очень тонкая и область наметки нужно прогладить. При проглаживании двойная или более толстая нить может вдавливаться. Теперь я буду использовать тонкую двойную нить, чтобы она не вылезала при растягивании. Линия наметки не обязательно должна быть идеальной, как и длина шагов. Я провожу иглу через все слои. Во всех ручных стежках игла идет против пальцев. С практикой мы интуитивно чувствуем это и обращаем на это внимание. Но уколы всегда будут. Мы записываем их в столбик «Ничего особенного» и продолжаем. Заканчиваем узелком. Один из способов закрепить подгибку – потайной шов. И поскольку мы собираемся его скрыть, мы будем использовать нить того же цвета, что и ткань. Даже если она случайно проявится с лицевой стороны джинсов, это будет незаметно. Я провожу иглу между двумя нитями, как и в первый раз, и скрываю узелок. Для тонких тканей мы используем одинарную нить, а для джинсов двойную. Я держу нить за рукой, чтобы она не запуталась. Я захватываю попеременно то с края сложенной ткани, то 2-3 нити с одинарной ткани. Через 2-3 стежка мы познакомимся с текстурой ткани и сможем захватывать только нити с изнаночной стороны. При этом на сгибе игла прокалывает край прямо по краю и выходит с небольшим шагом, около 2 мм. Место выхода иглы из одной ткани находится максимально близко к месту прокола другой. Затягивать не следует, иначе ткань соберется. Если сделать поперечный разрез двух соединяемых тканей, то увидим следующее. Игла проходит только через внутренние нити прямой ткани, а оттуда через край сложенной. Требуется терпение. Ручная работа успокаивает, улучшает концентрацию, стабилизирует ритм дыхания, артериальное давление,
тренирует мышцы от пальцев до плеч, но при этом оставляет наши уши и мысли свободными. Автоматизируя движения, мы освобождаем свой разум на это время для прослушивания лекций, аудиокниги или музыки. Достигнутый результат повышает нашу самооценку и приносит удовлетворение. Я распускаю тропоску. Результат потрясающий, и на этом можно остановиться. Но для перфекционистов есть предложение получше, чтобы добиться эффекта оригинальной подгибки. В этом случае после тропоски мы будем шить стежком за иглой. Я намечаю строчку в 1 сантиметре от края, чтобы сшить по ней. Я использую нить транспортно-желтого цвета. Узелок я прячу. Сверху вниз я прокладываю строчку на 2 мм позади места выхода нитки, а снизу вверх на 2 мм впереди выхода нитки. С изнанки образуется переплетенная прямая линия, точь-в-точь как у оригинала. Теперь вы можете купить понравившиеся джинсы, не беспокоясь о длине. Производители намеренно шьют их с более длинными штанинами, чтобы мы могли подогнать их после стирки, когда они подойдут по фигуре. Без швейной машинки и выкройки, только этим ручным швом в одном из следующих видео мы сошьем мягкие, милые подушечки для бездомных котят в приюте. Чтобы не пропустить все эти эмоции и интересные идеи для себя, своих детей и друзей, подписывайтесь на канал, который подходит для всех возрастов, и ставьте лайки.